Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему, что неожиданно придет и что резко уйдет из вашей жизни. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какое-то у вас равновесие выходит в отсыпке. Очень интересная ситуация. А правая сторона — это то, что придет, а левая — это то, что уйдет. И у вас все в каком-то балансе, в каком-то равновесии. Я еще хочу взять подсказку оракулов, чтобы и вам было проще, и мне полегче. Ага. Давно я такого не видела. Вот такой четкий баланс между тем, что придет, и тем, что уйдет. Что уйдет и что придет. Так, что уходит? Но здесь какая-то любовная тематика, переживания за любовь, за семью, за личное счастье, либо страх одиночества. Смотрите, вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Карты на самом деле неплохие, но если они выходят на вопрос, что уйдет, мы будем их считывать как тревогу, как переживание, как страх. Страх остаться одной, страх потерять семью, страх не создать семью. Да? Может быть, вы даже не за себя переживаете за свою взрослую дочь, либо за взрослого сына. В любом случае, все, что связано с семьей, все эти страхи, они все обнулятся. Следующий момент связан с письмами, с документами, с какими-то важными для вас бумагами. Может быть, вы получили какой-то отказ, либо вы боитесь, что вы получите какой-то отказ. Этого точно не будет. Все будет хорошо, все будет по закону, все будет четко, все будет, вот, знаете, с соблюдением всех формальностей. И третий момент, он связан с какой-то несерьезностью. Цветы, в принципе, сама по себе карта очень неплохая, но очень часто по ней проигрывается несерьезность, несерьезные отношения, страх того, что вы можете чего-то лишиться, чего-то недополучить, либо что-то потерять. Мои хорошие, как бы там ни было сейчас в вашей жизни, чего бы вы там не боялись, на чем бы вы там не зацикливались, знаете, вот дословно, да, то, чего вы боитесь, то с вами и не случится. Зря вы боитесь, да, пустые страхи, пустые переживания. Так, с правой стороны, что придет? Ох, ну тут, конечно, знаете, в жар кинула. Карты такие серьезные. Карта судьбы, карта счастливой семьи и карта Луны. Мои хорошие, пришло время столкнуться со своей судьбой, либо столкнуться с тем, что вам на роду написано. А что написано на роду? Раскрыть свой талант, свой потаенный талант, который вы в себе прячете, скрываете. И второй момент – это стать абсолютно счастливым человеком. Вот ни больше, ни меньше. Абсолютно счастливым человеком. И это ваша судьба. Это ваш крест. Понимаете? Раскрыть свой талант и стать абсолютно счастливым человеком. Создать семью, укрепить семью, наладить отношения в семье, встретить своего человека по судьбе. Да? У каждого отыграется по-своему. Но вот оно, семейное счастье, вот оно, полное гнездо
Просто гармония, идиллия – это то, что вас ждет. Это то, что является вашей судьбой. Прекрасные карты. Мои хорошие, я вас поздравляю. Теперь мы вернемся к отсыпке. Теперь мне понятно, откуда взялось это равновесие. Вы очень много чего боитесь. Да-да-да, не надо спорить, я это вижу. Очень много страхов, причем надуманных, просто из воздуха созданных. Может быть, на вас влияет общественность, да, мир, в котором мы живем. Очень много всякой гадости происходит, несправедливости, очень много таких, знаете, провокаторов, людей, которые путем какого-то запугивания, путем каких-то там страшилок людей пытаются к себе вот привлечь. Даже здесь на Ютубе очень много непорядочных людей, которые, например, запугивают, да, в своих предсказаниях, в своих гаданиях они запугивают. Они каждый раз там рассказывают, что на вас какой-то там смертельный негатив, и вот я сейчас вот каждый день, да, с вас его снимаю, убираю. А вы боитесь, вы ведь реально, даже если вы в это не до конца верите, все равно это откладывается на вашем подсознании. Вы думаете: о боже, это ж я под таким негативом живу, это ж на мне такая порча страшная, это ж мне каждый день кто-то порчу создает, да? Это ж кто-то против меня работает, боже, а как же я живу, да, что же дальше будет? Под страхами, да, под страхами, причем наносное это все, не настоящее. Вас запугали, вас застращали, вы стали просто жертвой обстоятельств, да, ну вот такой вы восприимчивый человек и живете в таком нечестном, несправедливом мире. Отсюда ваши страхи, отсюда ваши комплексы, отсюда ваши, как говорится, и проблемы, да, у проблемы ноги растут. Вот, поэтому здесь четкий баланс. Здесь вам говорят: плохого не бойся. Плохого ничего с тобой не будет, а будет лишь только хорошее. Причем то, что на роду написано. А на роду написано, да, видели? Вот, пожалуйста, хотите, сделайте скрин. Вот скрин именно этих 3 карт. И так и скажите: моя судьба раскрыть свой талант, свою особенность, свою изюминку найти и стать абсолютно счастливым человеком. Сделайте фоточку, делайте скрин и носите в своем гаджете. А лучше поставьте на заставку своего телефончика либо компьютера. Вот оно, ваше будущее. Принимайте, ничего не бойтесь, принимайте. Не давайте никому себя запугивать. Это очень важно для вас. Вы настолько тонкий человек, такое тонкое строение души, слишком сильно воспринимаете негатив. Вот если с кем-то что-то плохое случилось, вы это переживаете, как будто это с вами случилось. Очень отзывчивый человек, душа чистая, душа открытая. Но плохие люди, видите, они этим пользуются, они на этом зарабатывают, да? Они за счет этого выживают. Смотрите, что уйдет помимо страхов. Помимо страхов еще уйдет какое-то неблагоприятное, либо недружеское отношение к вам. Кто-то к вам относится предвзято, кто-то агрессивит, негативит, не знаю, какое-то противостояние даже, да, у вас с кем-то, конфликты, может быть, либо к вам какой-то человек цепляется, то есть агрессия даже может какая-то проявляться. Причины могут быть разные. Это не тема, ковырять мы здесь не будем. Да и зачем, если это все уходит. Да? Плохое, несправедливое, негативное отношение к вам, оно тоже уйдет. Уйдет раз и навсегда. Плюс здесь есть еще какой-то соблазн. Соблазн, искушение, соблазн. В чем-то, либо кто-то вас соблазняет, либо на что-то вас соблазняют. А вы стоите и дергаетесь, да? С одной стороны, ой, хочется, ой, интересно, ой, аж тянет. А с другой стороны, вы понимаете, что нет, это не мое, я не такой человек, я не опущусь до этого, да? Как борется у вас хорошее и плохое. Этот соблазн, он тоже уйдет, он схлопнется, вот так, роп, и пустое место. Вот как оно есть пустое место, этот соблазн, да, это просто какая-то фикция, как мираж, да?
Вот так оно и схлопнется. Вы настолько сильно удивитесь, вы скажете: фу, а как я могла об этом думать? Фу, а как я могла на это искушаться? Ой, какой ужас, да? Чур меня, чур. Вот так и скажете. Соблазн этот уйдет, беспокойство из-за этого уйдет. Вы долгое время из-за какой-то проблемы, скорее всего, по здоровью, теряли энергию свою. Я вижу какую-то проблему, она не настолько прям серьезная, тотальная, но тем не менее очень много переживаний и большой отток энергии у вас происходил. Ну, понятно, когда у человека в теле, в организме что-то работает неправильно, там образуется такая воронка, которая просто вытягивает всю вашу энергетику, всю вашу силу вытягивает. Эта проблема по здоровью, она будет, у кого-то вылечена, а у кого-то найдется такое средство, которое поможет, может быть, пусть не излечить до конца, но купировать эту проблему, да? То есть остановить, чтобы дальше не развивалась, чтобы процессы перезапустить. Да? Вот бывают же там хронические состояния. Очень много людей с хроническими болезнями. Люди со временем понимают, как с этим жить, как не доводить до обострений. Да, человек, например, там, с какой-то хронической болезнью может там, форму и здоровому дать, да, потому что он с этим научился жить. Жить так, чтобы эта болезнь, либо это состояние ему не мешало, да, и его не беспокоило, не лишало полноценности жизни. Мои хорошие, я, конечно, за то, чтобы вы все были здоровенькие и полностью, как говорится, без всяких болячек были, но бывают ситуации, когда, например, на это потребуется время. Либо ситуации, когда проблема настолько запущена, что, к сожалению, ее невозможно вылечить. Но возможно купировать, да, возможно остановить развитие и научиться с этим жить. Причем жить полноценно. Опять же, повторюсь, да, жить полноценно. И еще уйдет у вас одиночество. Одиночество, которое вы испытываете вот именно сейчас, в этот самый момент. Какая-то тоска, ощущение ненужности, нереализованности, ощущение того, что вас никто не понимает, да, никому не дело до вас. Вы можете жить в большой семье, вы можете быть в паре, в браке, но при этом вот это щемящее чувство одиночества, оно почему-то вас не покидает. Опять же, идет такое ощущение, что это все, как посыл извне. Знаете, вот посыл извне. Может быть, вас кто-то убедил, что вы одиноки, либо чьи-то, знаете, такие недобросовестные, нечестные, лживые слова вас убедили в том, что у вас что-то не так, да, в вашей семье что-то не так, во взаимоотношениях что-то не так, с детьми что-то не так. Может быть, какая-нибудь дамочка, либо какой-нибудь мужчинка там вам рассказывает, что в нашей семье все идеально, у нас там все вместе делают, там муж кофе в постели мне носит, каждый там день свежие прекрасные розы, либо там борщи, щи, она за мной ухаживает, на руках меня носит, да, и вы вот слушаете это, да, либо видите какую-то идеалистическую картинку, которую разыгрывают люди для других, и думаете: блин, а почему у меня не так, да, почему мне муж не делает кофе каждое утро, почему, где мои цветы, в конце-то концов, да, и вот это начинает вас разъедать изнутри. Смотрите, вас здесь столкнут с реальностью. Особенно вот это отыграется у тех, кто за кем-то наблюдает, либо кого-то слушает, кто вот рассказывает такие сказочные истории, что вот у нас все гениально, у нас как в сериале, да, либо в какой-нибудь там, в каком-то телешоу, да, там идеальная семья, идеальные отношения. Вы увидите, что происходит на самом деле. Вы просто это своими глазками это увидите, поймете, что не все так идеально, что идеала не существует. Что хорошая дружная семья – это просто целая цепочка компромиссов, когда люди идут на компромисс друг с другом, подстраиваться под друг друга. И вот эти картинки все идеальные – это ничто, это просто фикция. Важно то, что люди друг друга поддерживают, то, что люди друг за друга стоят стеной. И если что-то происходит, все становятся как один, понимаете, на защиту друг друга. Вот это важно, и вы это поймете. Мишура уйдет. Мишура. Мишура, которая вас отвлекает, которая вас настраивает на какой-то деструктив. Это уйдет. И это просто потрясающе. Так, что придет? Смотрите, я вижу, что придет любовь. Любовь. Любовь не только к вам,
да, вот, что вас тут там полюбил, да, либо муж вас больше стал любить, а любовь прежде всего самой к себе, либо самого к себе, да, если мужчины меня смотрят. Здесь какая-то навязанная жертвенность. То ли вас так воспитали, что вы должны там менее всего думать о себе, а более думать там о близких. То ли вы не знаете, как жить по-другому, да, что можно жить и для себя, и себя можно любить, и нужно себя любить, и баловать себя нужно, и ухаживать за собой нужно. Вот как не знаете, да, не научили, не показали, не было такого примера у вас. Вы полюбите себя. Когда вы полюбите себя, как поменяется картинка вашей жизни. Вы заметите, что и другие люди тоже вас очень любят. Вам даже, знаете, как все вокруг будет улыбаться. Вот такое настроение у вас потрясающее. Вы смотрите на себя в зеркало и думаете: ой, какая же я прекрасная, либо какой же я прекрасный, боже, какой же я шикарный человек, да, шикарная женщина. Здесь мировоззрение, восприятие, ощущение, все поменяется. Из темной ночи вы просто, ну вот, я не знаю, солнце в зените, и оно прям светит вам светит и вам улыбается. Вот такое ощущение идет. Очень похоже на счастье, да? Вот ощущение счастья в жизни человека. Ну, счастье — это, конечно, такой мимолетный момент, но вот насколько там схожесть происходит, да, настолько оно и будет. Так, что еще придет? Деньги придут. Деньги. Причем деньги, я вам скажу, немалые. У кого-то это идут заработки, да, человек начнет зарабатывать, вы начнете зарабатывать, ваш партнер начнет зарабатывать, муж начнет зарабатывать, там, возлюбленный богатенький появится, да, то есть деньги придут в ваш дом, там, где вы живете, там, где вы находитесь, достаток придет. Придет то, что для вас сейчас это недоступная роскошь. Вот сами себя спросите, что для вас недоступная роскошь. Вот именно это к вам и придет. Причем придет в каком-то изобилии настолько, что это прям для вас будет, там, не знаю, пшик, повседневный пшик. Так, что еще придет? Придет еще какая-то реализация. Но я так понимаю, что это вот ваш талант, да, реализация. В чем вы себя реализуете, я не знаю. Но вижу, что все родится у вас в голове. Вот эта идея, эта мысль, она родится у вас в голове. Вот когда вы себя полюбите, когда вы себя вот увидите, как вы есть, да, по справедливости увидите, вот тогда в вашей голове просто гениальные мысли станут рождаться. Страх ушел, вера в себя появилась, жизнью вы довольны, да? Жизнь-то заблистала, да? Теперь хочется что? Правильно, реализоваться. Почему вы раньше не могли реализоваться? Да потому что вы бегали за деньгами, да, заработки, выжить, прожить, выжить. Нужно заработать там, на хлеб, на какое-то молоко, да, что скушать, чем заплатить там, по кредитам, как там, мне какую-то одежду купить, чтобы наготу прикрыть. Да? У вас такие мысли были. Вы не думали о креативе, вы не думали о том, чего вам на самом деле хочется, чем вам хочется заниматься. Вы только лишь думали о том, чтобы заработать и прожить день, да? Иметь возможность оплатить хотя бы какие-то минимальные потребности свои и своей семье. А теперь, когда у вас все прекрасно, когда у вас изобилие, когда у вас достаток, когда вы себя любите, когда вы собой довольны, пришло время себя реализовать. Пойдет креатив, пойдут какие-то невероятные идеи. Вы талантливый человек. Вас природа создала абсолютно талантливым человеком. Да? Вот она ваша природа, вот она ваша судьба. Талантливый человек. Но вы просто не имели возможности раскрыть свой талант. Голова другим была занята. А теперь смотрите, когда все идет к вам в руки. Что-то вы такое придумаете, гениальное, необычное. Такое, знаете, прям изысканное, я бы даже сказала. Кто вас знает, все будут охать да ахать. Потому что от вас никто не ждет. Потому что вы так себя показывали. Вы себя показывали как, ну не знаю, извините, серая мышка. Вы так себя показывали. А тут раз такая яркая, красивая, талантливая, умная, да, конечно, будут и охать, и ахать. А то, как вы начнете себя реализовывать и каких
результата вы начнете добиваться, здесь, конечно, те, кто послабее, просто будут падать. Падать к вашим ногам. Мои хорошие, здесь, конечно, и плюс, и минус. Друзей, конечно, у вас станет больше. Знакомых у вас станет больше. Да, тут прибудет. Но и завистников станет тоже в разы больше. Завистники. Они у вас и сейчас есть, но в каком-то небольшом количестве. А в будущем их станет в разы больше. И вам нужно будет научиться себя защищать. Защищать от этой зависти, от этого человеческого негатива. Назовем это так. Да? Люди могут быть и неплохие, но, понятно, от зависти никто не застрахован. Это, как я всегда говорю, да, это вирус. Вирус, который поражает и сердце, и душу. Причем одновременно. Да? Даже хороший человек может позавидовать. Вот. А люди разные бывают, энергетика разная бывает. Да? На лице же там не написано, на лбу не написано, какая энергетика у человека. Да? То, что завидуют, можно еще понять. А вот энергетику понять очень сложно. Поэтому, мои хорошие, здесь вам сразу и совет. Делайте себе обереги. Вас ждет крутое будущее, просто невероятное будущее. Это то, к чему вы шли всю свою сознательную жизнь. Это то, чего вы поистине достойны. Это то, что является вашей судьбой. Да? То, что написано у вас на роду. Поэтому делайте обереги для себя, для своих близких, для своего дома. Не ленитесь, делайте. Самый лучший оберег – это тот оберег, который вы делаете собственными руками. Несмотря на то, что у нас тут огромное количество а-ля эзотериков, которые там продают обереги на все случаи жизни, самый лучший оберег – это тот, который вы сделали сами для себя. Большое количество информации и в том же интернете, и сейчас и книги, и все, что хочешь есть. Да? Найдите, поищите, найдите и сделайте себе оберег. Оберег. Все, что угодно может быть оберегом. Делайте эти обереги, не ленитесь, и тогда вообще все будет просто шикарно. Да. Жизнь у вас, конечно, очень круто меняется. Смотрите, вот даже если так посмотреть, это лодка. Вы сидите в лодке спиной вправо, и вы сидите на веслах. Вы поняли, да? То есть пришло время управлять своей жизнью. Плыть туда, куда вы хотите, куда вам нужно, куда вам по судьбе, туда, куда вам будет хорошо. Почему сидите спиной? Вы в это не очень верите, да? Вот смотрите мою ссылку, думаете, что за бред, что она тут рассказывает? А вы, мои хорошие, перед этим себя спросите, а как вы попали на мое видео? А почему вы его открыли? А почему вы его смотрите? Да? Может быть, это знак? Знак, который вам посылает Вселенная, высшие силы? Это вы и ваше будущее. И ваше будущее начинается уже сейчас, в моменте, когда вы смотрите это видео. Я вижу, что вы работали над собой, но вам очень многие мешали. Очень многие мешали. Где-то вы дали слабину, где-то поленились. Неважно. То время, оно уже прошло. Здесь высшие силы берут ситуацию в свои руки. И будет именно так, как нам показал песок. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, но перемены просто звездные идут. Время пришло. Время пришло жить и наслаждаться этой жизнью. Показать себя во всей красе. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя и ничего не бойтесь. Все будет очень хорошо. Всем пока-пока.